Здравствуйте, разрешите представить работу «Пандемии. Роль вакцинации в профилактике». Почему меня заинтересовала эта тема еще в 2019 году, еще до пандемии COVID-19? Летом 2019 года мне довелось побывать на средневековом фестивале в Бельгии, где среди средневековой европейской жизни я видел артистов, изображающих людей, больных натуральной оспой. Так возник интерес к изучению данной темы. Я узнал, что в истории человечества существовало множество инфекционных болезней. В их числе были смертоносные эпидемии и пандемии, которые унесли огромное число человеческих жизней. В настоящее время весь мир потрясла новая пандемия COVID-19, изменившая жизнь всего человечества. В связи с этим в данной работе я хотел узнать, какие эпидемии и пандемии были в мире и, самое главное, какими способами они были побеждены или остановлены, а также, что может остановить пандемию COVID-19. Цель исследования – изучить болезни, вызвавшие пандемии, определить роль прививок. Для выполнения цели были поставлены следующие задачи: описать некоторые инфекционные болезни, вызвавшие пандемии, провести опрос, определить основные симптомы и течение новой коронавирусной инфекции, факторы, имеющие значение в развитии осложнения пневмонии, узнать, что такое прививка и зачем она нужна, опросить вакцинированных от коронавирусной инфекции, сделать вывод о необходимости прививок. Гипотеза первая. Симптомы и течение новой коронавирусной инфекции зависят от наличия хронических заболеваний и возраста больного. Гипотеза вторая. Население Якутска понимает необходимость вакцинации от COVID-19 и вакцинируется добровольно. Материалы и методы исследования. Проведено изучение литературных источников, электронные из сети интернет, официальные данные ВОЗ. Проведен опрос населения Якутска и пригородных поселков, 127 человек, о перенесенном COVID-19, его течении и симптомов, а также об отношении населения к вакцинации. Опрос проведен в ноябре 2021 года. Критерием включения в группы переболевших был подтвержденный лабораторными исследованиями диагноз COVID-19. Все участники анкетирования отвечали добровольно. Все полученные нами данные не подлежали разглашению третьим лицам. Проведена статистическая обработка и анализ полученных данных. Практическое значение работы заключается в осознании опасности пандемий, уяснении необходимости прививок и объяснении этого одноклассникам, семье и друзьям. По итогам работы подготовлен демонстрационный материал в слайдах. Работа представлена на 20 страницах машинописного текста из введения 4 глав, в том числе глава «Результаты собственного исследования», вывод, заключение, списка использованных источников и одного приложения. Работа иллюстрирована 2 таблицами, 4 рисунками и фотографиями. Изучение литературных источников показало, что за всю историю существования человечество пережило не одну пандемию. В главе 1 исследования работы я привел список и кратко описал наиболее страшные пандемии, унесшие множество жизней: натуральная оспа, чума, холера и COVID-19. Известно, что в профилактике инфекционных болезней главную роль занимает вакцинация. Вакцина – это препарат, который вырабатывает иммунитет против какой-либо болезни путем стимулирования выработки антител. При проникновении в организм привитого человека инфекции болезнь не развивается или переносится легко. Благодаря вакцине человечество победило натуральную оспу, а также постепенно искореняет другие болезни. По данным опроса проведено население Якутска и пригородных поселков 127 человек. 32% респондентов не болели коронавирусной инфекцией. 68% респондентов перенесли болезнь в разной степени тяжести. Анализ данных показал, что чаще отмечалось легкое течение болезни. Меньше всего было лиц, перенесших COVID-19 тяжело. Из симптомов коронавирусной инфекции респонденты чаще называли следующие симптомы: слабость, потеря обоняния, потеря вкуса, повышенная температура тела, головные боли, кашель. Опрос показал, что пневмония развилась у 20,88% от всего числа респондентов, переболевших коронавирусной инфекцией.
Участники исследования, переболевшие COVID-19, были разделены на две группы. Первая группа – лица, перенесшие болезнь пневмонии. Вторая группа – люди, не перенесшие пневмонию. Среди перенесших пневмонию регистрировались лица как молодого, так и более старшего возраста. Установлено, что среди участников исследования с перенесенной пневмонией чаще, чем в первой группе, встречались лица с хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой систем и сахарным диабетом. Для более детального анализа были опрошены 6 членов моей семьи с подтвержденным диагнозом COVID-19 и изучены выписки из истории их болезни. В нашем случае получалось, что те, у кого имелось тяжелое течение COVID-19, имели хронические заболевания дыхательной системы, независимо от возраста. Лица, не имеющие хронических заболеваний, независимо от возраста, переболели COVID-19 в легкой форме. Следующим этапом нашего опроса исследования явилось определение отношения населения к вакцинации. Опрос 126 человек показал, что большинство опрошенных вакцинированы от коронавирусной инфекции. Это 23% респондентов. 23% респондентов не вакцинированы по разным причинам. Определено, что 81,4% вакцинированных получили вакцину добровольно и считают, что прививка от коронавируса поможет избежать болезни или перенести болезнь в легкой форме. Вместе с тем имеются случаи получения вакцины по принуждению или непониманию роли вакцинации. Ответ: как все, так и я. Опрос поствакцинированных реакций показал, что 36,7% не имели реакций. 44,3% вакцинированных отметили местные реакции, небольшая часть отметили повышение температуры тела. Более детальный опрос людей, вакцинированных спутником Ви от коронавирусной инфекции, проведен на членах моей семьи. Все они ответили, что получили вакцину добровольно и считают, что прививка от коронавируса поможет избежать болезни или перенести болезнь в легкой форме. По результатам нашего опроса постпрививочных симптомов не проявлялись редко, а уровень иммуноглобулина G после вакцинации стал более 10, что говорит о том, что иммунитет выработан у всех. Наше исследование привело к следующим выводам. Первое. Тяжелее болеют не старые люди, а люди разного возраста с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы, а также страдающие сахарным диабетом. Второе. Население города Якутска относится к вакцинации от коронавирусной инфекции с пониманием, что прививка от коронавируса поможет избежать болезни или перенести болезнь в легкой форме. Большинство населения вакцинируется добровольно. После прививки от коронавирусной инфекции постпрививочные реакции проявляются редко. Иммунитет вырабатывается хороший. Таким образом, проведенное исследование показало, что важным методом профилактики инфекционных болезней является вакцинация. Благодарю за внимание. Запись.